культуры, парк культуры и отдыха имени Горького. Самое живописное место города становится излюбленным фоном для семейных фотографий алматинцев. Станция 60-х – центр парка. В распоряжении отдыхающих 60 лодок. На озере даже проводят соревнования по гребле, а в посетителях воспитывают особое отношение к парку. Озеро в парке. Строгая надпись. И поправка к ним. Здесь действительно купаться нельзя. Видами парка Горького украшают открытки и даже пачки сигарет. Но услуги городских фотографов, облюбовавших парк имени Горького, небывалый спрос. Такое, что доходы снимающих даже вызывают интерес у бдительных контролеров. Где вы, работники финотделов? Вам, пожалуй, уже давно пора обратить внимание на этих бродячих фотографов, рыцарей легкой наживы. Благодаря Леонида Ивановича и отдыхом в начале 70-х. Красивые узоры, вытканные из противосильной сорокины, из зелени и цветов нежнейших оттенков, много раз отмечались дипломами на выставках. Уже 16 лет расписывает она радужными красками аллеи Алматинского парка. Расцвет парка продолжается почти 2 десятка лет. Украшением семейных снимков алматинцев становятся аллеи и клумбы. Они, к тому же, имеют важное политическое значение. Становится центром развлечений. Здесь уже установлены танцевальные площадки, теннисные корты, построен детский плавательный бассейн и автодорога. Горожан встречают 20 аттракционов, любимым из которых колесо обозрения. Именно это неэффективно ответственный май знаменитый травы. В 2004-м парк отдают в частные руки. Фонд для снимков кардинально меняется. Территорию парка занимают кафе, коммерческие ларьки. Владельцы аквапарка, построенного на малом озере, осушают большое. Под асфальтированную автостоянку вырубают рыковые деревья. Часть земли парка продается. Алматинцы требуют вернуть достопримечательности былой вид. И вот машины между деревьями прямо на газоне